Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжани, прибывший в Москву, намерен обсудить развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией. Я прибыл в Москву с краткой рабочей поездкой, в ходе которой планирую провести ряд встреч, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества с Россией в области экономики и финансов, сказал Аслан Бжани. Интерфаксу в среду. Президента в поездке в Москву сопровождают министр экономики Кристина Узган и министр финансов Владимир Делба. Премьер-министр Александр Анкуа провел совещание, посвященное вопросам работы МЧС Абхазии по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ в республике. Во встрече приняли участие специалисты НИИПИД и СФТИ. Речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении или готовящихся к утилизации. Глава правительства подчеркнул, что составление перечня на объектах станет частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации регламента безопасности и обеспечению должного хранения веществ, материалов и инвентаря с учетом всех норм санитарно-гигиенического характера. Участники совещания получили соответствующие поручения под руководством Министерства по чрезвычайным случаям в рамках межведомственного сотрудничества учреждения представить план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 31 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в городе Сухум на карантине находятся 164 гражданина, вернувшихся из-за рубежа. В Южной Осетии выявлены первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает агентство «Спутник Южной Осетии». Все трое больных сейчас изолированы и находятся под наблюдением врачей. Напомним, что до сегодняшнего дня в Южной Осетии не было выявлено ни одного случая заболевшего COVID-19. Между тем, в России за минувшие сутки подтверждено более 10 530 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 85 летальных исходов. На сегодняшний день количество зараженных в Российской Федерации составляет 166 127 человек. Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, в регионе 97 новых подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших 26 подтверждено в Краснодаре. В Сочи 13 заболевших. Всего на сегодня в регионе заболели 1534 человека. Из них 88 детей. 21 пациент умер, 467 выздоровели и выписаны. Автономная некоммерческая организация «Центр социально-экономических исследований» совместно с Центром имени Зураба Ачба «Мир без насилия» провел научный семинар на тему «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы». В работе круглого стола приняли участие депутаты парламента, члены оперативного штаба по защите населения от коронавируса, социологи и эксперты. Подробности в репортаже Али Китрапш. Цель круглого стола – дать объективную информацию обществу о ситуации в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также поговорить о последствиях мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Директор Центра социально-экономических исследований Олег Доменев в своем докладе отметил, что новый вид вируса сугубо биологическое явление и представляет определенную угрозу жизни человека. Но принимаемые меры самоизоляции, дистанционного обучения, введения режима чрезвычайной ситуации и другие не всегда адекватны, а в ряде случаев вызывают не менее опасные угрозы. Именно в связи с ними в последние месяцы начался резкий спад мировой экономики, а также процессы асоциального характера. Между тем, воссоздание разрушенной социальной системы куда сложнее и труднее, чем восстановление разрушенной макроэкономической инфраструктуры. При стремительно начавшихся в этой сфере процессах человеку приходится вести необычный и непривычный для себя образ жизни, ограничивая поле своей реальной жизни, погружаться в виртуальный электронный мир. Погружаясь в этот мир, человек оказывается включенным в процесс десоциализации, в котором его живые контакты и связи прерываются, мыслительное пространство суживается, социальные способности снижаются, иммунитет ослабляется. Тем самым он становится менее самостоятельным, более зависимым и легко управляемым.
В ходе круглого стола прошло и онлайн-обсуждение с зарубежными специалистами существующего мирового кризиса, вызванного пандемией. Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута считает, что пандемия объявлена для изменения международной валютной системы. Сейчас, когда большие долги, доллары, уже они не работают, уже невозможно их дальше печатать, они пришли к решению, что надо ее ломать. Военным путем ее сломать невозможно. Поэтому ее ломают через пандемию, которую они запустили. Это действительно между ними сговор, между крупными игроками, что надо всех самоизолировать и стараться быстрее подготовить вот этот контроль цифровой, чтобы вот когда эти голодные повыходят из своего дома, чтобы они были под тотальным контролем, спасали этих богатых. Мы как бы переходим в новую цифровую реальность, как им хочется. Будем больше общаться виртуально все, чтобы, не дай бог, никто не возмутился тем, что богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее. То есть мы тот долг, который нарисовала ФРС, мы теперь с вами будем его покрывать за счет подтягивания своих поясов во всем мире обычных людей. В ходе обсуждения прозвучали разные мнения. Одни считают, что коронавирус – это искусственно выведенный вирус. Другие же уверены, что он имеет естественное происхождение. Но так или иначе, все едины во мнении, что последствия коронавируса, которые наблюдает весь мир, рукотворны. Та обстановка, в которой мы живем сейчас, мы ее создали сами. Та ситуация, в которой мы пребываем сегодня, она обусловлена теми мерами, которые приняты правительствами разных стран для, с одной стороны, контроля над ситуацией, а с другой стороны, как мы все знаем, это политика глобальная, та, которая политики, и у всех появился очень большой соблазн для решения огромного количества вопросов, накопившихся до этого времени. И благодаря той обстановке, которая сложилась сейчас, эти вопросы могут решаться, на мой взгляд, с точки зрения очень многих моих коллег-социологов. Общество стало бурно обсуждать причины и цели возникновения инфекции, пожалуй, с самого начала распространения коронавируса. Одной из самых главных тем в теории заговора, связанной с коронавирусом, является чипирование населения всей Земли при помощи тотальной вакцинации человечества. Но не простой вакцинации, а нановакцинации. Наночипы не только будут содержать вакцину, но и позволят осуществлять тотальный контроль за человечеством. Такое мнение высказывают многие люди, в том числе и именитые специалисты. И именно по этой причине многие с большой осторожностью относятся к вакцинации. Люди предполагают сейчас, и они ассоциируют вакцину с чипированием. Вот абсолютно. И мы должны тоже развеять этот миф. Мы предполагаем, что если даже будет разработана вакцина, что люди из-за боязни чипирования будут от нее автоматически отказываться. Мы с вами здесь сидящие, большинство застали Советский Союз и вакцинировали, не спрашивали, все мы выжили, слава Богу. Вопрос в другом. Вакцины – это как продукт, выпускаемый медицинской промышленностью. В свое время подвергался жесточайшему контролю качества, соответственно, были ГОСТы, стандарты и так далее. Со временем не то, что на вакцины, на муку, на гвозди, на лампочки, на все, ГОСТы как-то изменились, так мягко скажем. То есть вот эти требования, если мы поднимем на новый уровень, медицинские требования и стандарты, это вообще не обсуждается. Они должны быть высочайшими, жесточайший контроль над ними должен быть. Наверное, тогда вопросы доверия снимутся. В Абхазии эпидемиологическая обстановка относительно спокойная, и все благодаря своевременно принятым мерам по борьбе с пандемией коронавируса. Но расслабляться все еще рано. Новый кризис – это новые возможности, поэтому, конечно, мы к этим новым возможностям должны подойти очень серьезно. И этот вопрос уже начал обсуждаться. Сегодня мы понимаем, что даже тот бюджет, если говорить экономической терминологией и частью экономической, бюджет у нас будет секвестироваться. И собственные доходы намного упали. Там сейчас подсчитывается ущерб, подсчитываются проценты, которые наш бюджет недополучит, собственные возможности наши. И, скорее всего, мы будем пересматривать дальше. Как мы это пройдем, тоже пока сложно очень говорить. Но одно точно можно сказать, что надо искать, наверное, в секторах экономики какие-то новые возможности. В завершении круглого стола было отмечено, что в результате пандемии коронавируса вся мировая экономика может деградировать. И, как следствие, образуется новая цивилизационная формация. Однако, когда закончится пандемия, пока предположить сложно. Как сложно и спрогнозировать ее последствия. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Обозначить все проблемы, обострившиеся в республике в связи с вынужденным введением карантина, непросто. Некоторые из них еще не проявились в полной мере, хотя имеют место в реальной жизни людей. Одним из таких вопросов являются отношения граждан в сфере аренды. Ведь от этого момента в той или иной степени зависит работа бизнеса, будь то торговля, сфера услуг или другие формы организации предпринимательства. Судя по отзывам людей, многие арендодатели проявили дальновидность и не стали взимать плату за пользование помещениями в период простоя бизнеса. Но ряд объектов предпринимательства еще не функционируют, значит, вопрос аренды для их владельца пока не решен. Амелия Бисмарк расскажет, как защититься от действия недобросовестных арендодателей. Смотрите специальный репортаж программы. Несмотря на то, что мировой бизнес стремительно уходит в интернет, большая часть абхазских предпринимателей продолжают работать на реальных площадках. В условиях карантина актуальной становится проблема взаимоотношений между арендодателями и арендаторами частных и государственных помещений. В целях поддержки местных предпринимателей столичная мэрия приняла решение освободить от арендной платы предпринимателей, арендующих государственное имущество. Мы тоже со своей стороны в рамках тех полномочий, которыми мы обладаем, решили тоже какую-то свою посильную помощь предпринимателям оказать. И было принято решение освободить, не отсрочить, а освободить предпринимателей, арендующих в администрации города имущество муниципальное, освободить их от арендной платы. Есть несколько объектов, которые были приватизированы тоже предпринимателями. И часть суммы была ими оплачена, часть сроки подошли где-то в апреле месяце. Им тоже была отсрочка сделана до 1 июня. Подобным позитивным решением в отношении предпринимателей администрация Сухума выступила своеобразным примером действий в период кризиса в сфере арендных отношений в целом. Также было рекомендовано муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям рассмотреть тоже возможность или отсрочить платежи, или уменьшить арендные платежи, я имею в виду. Или же тоже освободить на этот период. Чисто в человеческом плане, я думаю, что участники тоже могут какие-то там, хотя бы там на 1 месяц или отсрочить тоже. Я бы, например, вообще на 1 месяц освободил бы. Многие владельцы частного имущества пошли на уступки своим арендаторам и не стали взимать у них плату за апрель месяц, во время которого на территории республики действовало чрезвычайное положение. А некоторые арендодатели вошли в положение своих партнеров и сдвинули сроки по выплатам и в мае. Мы попросили наших хозяев магазина договориться о том, чтобы они отсрочили аренду. Мы не платили аренду за месяц, который мы не работали. Следующий месяц мы не знаем, как будет, потому что тяжелое экономическое положение в республике. Будут ли продажи, не будет ли продаж. Это же все влияет. Если мы сможем восстановить то, что мы упустили, тогда, конечно, будет намного лучше, и мы снова восстановимся и будем работать, как и раньше. Нам бы этого очень хотелось. А если нет, посмотрим. Все ведь зависит еще и от границы. Очень многие факторы влияют на то, как наши магазины работают, и как наше правительство будет нам помогать, и какая будет экономическая составляющая. Наш арендодатель действительно отнесся с пониманием ко всей ситуации. Я даже не думала о том, чтобы звонить ему и предупреждать его о том, чтобы он не взимал с нас арендную плату. Но я столкнулась с ситуацией, у наших знакомых арендодатель действительно запросил арендную плату за месяц, который они не работали. Естественно, они не могли ее оплатить. И я решила с ним созвониться. Он живет не здесь, в Абхазии, но в другом городе. И уточнить все вопросы, которые должны быть уточнены в этой ситуации. И он действительно с пониманием отнесся, сказал, что он тоже человек, и у него такие же проблемы, как и у всех, и что наша арендная плата, мы платим наперед, а наша арендная плата просто переносится на другой месяц. То есть сейчас месяц, который мы открылись, и у нас пусто пока,
переносится на этот месяц. Но, как доказывает практика, не всегда стоит надеяться на человеческие качества своего арендодателя и быть уверенным, что он последует примеру большинства. Поэтому единственным механизмом, который обеспечит полноценную защиту интересов обеих сторон, является договор аренды. Основная правовая защита – это договор, в котором стороны должны детально определить все важные для себя условия. Мы называем их существенными условиями. К ним относятся прежде всего стороны в договоре, то есть это арендодатель и арендатор. То есть арендатор должен четко понимать, кто перед ним находится, то есть собственник, допустим, помещения. Для этого арендодатель предоставляет правоустанавливающие документы, в котором говорится о том, что он непосредственно является собственником объекта и в котором даются четкие характеристики этого объекта. Также существенным условием договора является непосредственно объект, передаваемый в аренду, с его характеристиками. Чтобы избежать возможных разногласий в будущем, сторонам, заключающим договор аренды, надо вместе осмотреть помещение, записать все имеющиеся дефекты и оговорить формат их устранения. Отметим, что капитальный ремонт, который подразумевает перепланировку помещения, проведение электрических и других инженерных коммуникаций, является обязанностью арендодателя, если иное не указано в договоре. Капитальный ремонт, он представляет собой существенные изменения какие-либо в объекте. Это может быть инженерные какие-то коммуникации изменены. В случае, если арендатор производит какие-либо улучшения, то есть в частности капитальный ремонт, то он вправе потребовать у арендодателя возмещения расходов. Если арендодатель отказывается от возмещения понесенных убытков либо расходов, то в этом случае арендатор может обратиться в суд. Для регулирования вопросов предпринимательства и их рационального разрешения в период кризиса полезно было бы создать профильный орган, либо рабочую группу, и под ее эгидой организовывать эффективные переговоры, в том числе и в сфере аренды, считает экономист Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Леон Кварче. У нас есть торгово-промышленная палата, у нас есть Союз промышленников и предпринимателей, у нас есть Ассоциация предпринимателей Республики Абхазия. То есть у нас есть достаточное количество общественных организаций, которые могут и должны отстаивать интересы предпринимателей. Соответственно, их представители, а также представители органов государственной власти, к примеру, это может быть Министерство экономики, Министерство по налогам и сборам, возможно, Министерство финансов. Вот все представители, которых я перечислил, они вкупе должны составлять костяк этого рабочего органа, который внутри, в рамках своей текущей работы, мог бы выработать наиболее согласованные, действенные, эффективные меры для поддержки предпринимательского сообщества. По мнению Леона Кварча, что касается арендаторов государственной собственности, то от уплаты в данный период должны быть освобождены те лица, которые до этого зарекомендовали себя как исправные плательщики. Также не менее важно, чтобы данные послабления были применены и в отношении субаренды. Стоит отметить, что государственное имущество сдается в аренду по цене, которая в разы меньше среднерыночной, в отличие от предоставляемой для коммерческих целей частной собственности. В ситуации карантина вопрос наличия договора становится еще более оправданным, ведь одна из глав подобного типового документа как раз посвящена форс-мажорным обстоятельствам, коим и является пандемия, подчеркивает Леон Кварче. Мы понимаем, почему часто арендодатели и арендатор не хотят заключать юридически грамотно оформленный договор, потому что это подразумевает под собой определенные обязательства по уплате налогов в бюджет. Но, к большому сожалению, в ситуациях наподобие той, в которой мы находимся сейчас, это вот как раз может сыграть злую шутку, потому что если арендные отношения, они никаким образом не установлены, то есть не установлена ни сумма аренды, ни ставка арендной платы, да, ни какие-то послабления, которые могут быть предусмотрены договором. Соответственно, усложняется работа по оказанию помощи таким предпринимателям. То есть фактически они остаются наедине со своими арендодателями, и это исключительно вопрос того, как они между собой договорятся. В данном случае государство им никаким образом помочь не может, потому что у них нет юридически оформленных взаимоотношений. Поэтому из этого всего следует, что, конечно же, правильнее и выгоднее для себя в долгосрочном периоде работать
легально и легально оформлять все свои взаимоотношения для того, чтобы в случае возникновения подобных проблем государство тоже оказалось в состоянии предоставить им какую-то помощь. Если пройтись по городу, можно заметить, что некоторые объекты предпринимательства, которые активно работали буквально месяц назад, сейчас закрыты. Это говорит о том, что их владельцы, скорее всего, ведут переговоры с арендодателями, от успешного завершения которых зависит будущее конкретного бизнеса. А вывеска «Сдается» на закрытых дверях прежде успешного магазина, возможно, символ негуманного и недальновидного отношения арендодателя к своему партнеру по бизнесу в период всеобщего кризиса. И сложно сказать навскидку, многие ли из этих людей оформляли договоры или, надеясь на человеческую честность и порядочность, остановились на устном соглашении, тем самым подвергнув себя и свою идею неоправданному риску. Не будем лукавить, что во всей этой истории я всего лишь сторонний наблюдатель. Я тоже, как гражданин, столкнулась с подобной ситуацией, когда недобросовестный арендодатель заставил меня освободить помещение. В условиях Абхазии многие привыкли верить на слово, разрешать конфликты словом, прислушиваться к словам. В данном случае и этот репортаж как слово самозащиты и предостережения для тех, кто может попасть в подобную ситуацию в будущем. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. В городе Сухум во время рейдовых мероприятий задержан житель Гудауты Цукба Эдгар Вячеславович, 1986 года рождения. Автомобиль, которым управлял гражданин, поставлен на служебную стоянку. Не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции, водитель попытался скрыться, но был задержан и доставлен в УВД. В ходе личного досмотра у Цукба обнаружен и изъят пистолет системы Макарова калибра 9 мм с 8 патронами к нему. Данный пистолет технически исправен и для производства выстрелов пригоден. Цукба в нарушении статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях отбывает административное наказание в виде ареста сроком на 15 суток. Расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия проводит следствие столичного УВД. В поселке Бзыб задержан Ампар Игорь Рауфович в ходе профилактических мероприятий по Гагрскому району. Житель города Гагра 95-го года рождения управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В машине задержанного сотрудники милиции обнаружили и изъяли огнестрельное оружие. Экспертизой установлено, что изъятый пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным из охолощенного в боевой. Гражданин Ампар пока отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление нарковеществ. По факту хранения оружия ведется следствие. Продолжаем выпуск. Говорят, у войны не женское лицо, но на фронтах Великой Отечественной наравне с мужчинами сражались тысячи хрупких молодых девушек. Они управляли самолетами, выносили под снарядами раненых и ходили в разведку. Об одной из таких бесстрашных героинь пойдет речь в нашем следующем сюжете. Внимание! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Марии Глускер не было и 19 лет, когда началась Великая Отечественная война. Выпускница медицинского техникума, не раздумывая, ушла на фронт. Мне было еще не полных 19 лет. Нам дали аттестаты, распределение, все, и тут война. И в здании, где я вот училась, открылся госпиталь. И тут же начали поступать раненые. И как фронт приближался близко, это быстро, раненых увозили в тыл, а нас
всех в армию взяли. 5-я армия, 9-й батальон, 18-я восстановительная рота. Это была та рота, которая при отступлении уходит последней, взрывает мосты и железные дороги, а после наступления первой восстанавливает объекты. Мария Захаровна вспоминает, что в 1941 году им все время приходилось отступать, и так они попали в окружение в районе Полтавы и Харькова. Там был ад настоящий. Но что я вам скажу? Какая-то у меня была патология. У меня страха не было. Или я не понимала ситуации, но у меня страха не было. И вот из этого ада пришлось группами выходить. И я тоже из группы солдат вышла из этого окружения. После этих событий Мария Захаровна вернулась домой вместе с двоюродным братом, вернувшимся из плена, работала в подполье. Я ничего не подозревала даже, что я уже у подполья работаю. Он только мне: Марийка, нужно организовать сегодня вечер. Знаете, как это в деревне? Там в одном доме сегодня вечер, в субботу на следующий день в другом доме. Не было же клуба, немцы были. И вот я это организовывала. Ой, я говорю: Петя, мне уже это надоело. Нина, Марийка, ты понимаешь, надо. Ну, надо так надо. Когда группу Марии Захаровны раскрыли, начались аресты. Ветеран вспоминает, как тогда потеряла родных ей людей и как чудом удалось спастись. Расстреляли мою двоюродную сестру, расстреляли подругу немцы. И в один прекрасный день, это был апрель месяц 1943 года, брат мой и говорит: Марийка, ты знаешь, что завтра за тобой придут, возьмут тебе партизанский отряд, уже действующий, потому что тебе оставаться нельзя. Говорит, завтра придут в 6 часов вечера. Ну, я подготовилась, уже все. Но там надо было по дому, на огород пойти. Прихожу я в 4 часа дня с ведрами воды. Сидят 3 полицая. 3 полицая. 4 часа дня. С автоматами. Захожу. Вы Жудра Мария? Да. Вы комсомолка? Да. Вы медсестра? Да. Вы в армии были? Да. Одевайтесь. Тут начали, знаете, отец там. У меня матери не было, мачеха была. Тоже. Нет, взяли меня. А наш дом был около самого леса. Взяли меня под руки и увели. Ну, там зашли в лес, немножко увидела своих всех ребят. Вот так я попала в партизанский отряд. Это в 4 часа дня. А в 6 часов вечера гестапо окружило наш дом. Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны прошло более 70 лет, Мария Захаровна в точности помнит события тех дней, задания партизанского отряда, тропинки, по которым пролегал опасный путь, и даже пароли. Отряд, в котором находилась наша героиня, был небольшим. В апреле 43-го из Москвы пришел приказ объединиться всем мелким отрядам и идти на соединение с Красной армией. Однако для этого нужно было пройти под мостом через реку Титерев на станции Ирша, которая охраняли немцы. Чтобы добыть информацию на опасное задание, Мария Захаровна отправилась, не раздумывая. Пошла, там были где я должна была зайти, в эту вот деревню Макалевичи, там какой дом, колодец. Пароль был. Я знала все это, где дорога, где все. В общем, пришла я, пароль сказала. Хозяйка вышла. И мальчик. Ну, я не знаю, сколько ему. Может, 10 лет, может быть, меньше. Меня отвел через эту станцию Иршу, через пути
завел и к этому человеку, где дал мне сведения. И вот иду уже я сама, а эта станция охраняли немцы тоже. Парня два немецких. Ох, киндер, в общем, столько, сколько они знали по-русски, столько я знала по-немецки. Учили же. Он слово, я слово киндер. Они меня завели в буфет, напоили меня кофе, там, галетом угостили. Ну, и я уже вышла. Они меня провожают. Нужно было пройти полем. Подхожу и к этой ржи, оглянулась, и они автоматы подняли. Я так напугалась, что он не выстрелил. И как нырнула в эту вот рожь, они вверх дали залп, салют. После этого Мария Глускер попала в белорусский отряд и там выполняла опасные задания, добывая важную информацию. За эти годы случалось многое. Не раз наша героиня спасалась от смерти. Родителям даже приходили похоронки с фронта. В такое тяжелое время о семье молодая девушка даже не задумывалась. Но волей судьбы ее все же ждали годы счастья. Я была вообще комсомолка, любила СССР свой, партию. Ой, готова была жизнь отдать. Я же была в армии, потом, ну, везде кругом же ребята, девушка. Какая любовь, какие ухаживания. Господи, страна горит в огне. И когда я увидела, идет он, вы знаете что? Олд. У патриотки, у этой. Ну, думаю, вот если бы вот такой муж, я бы не отказалась. Вы знаете, что вот из этого дня 71 год, 6 месяцев и 8 дней мы вместе. Мария Захаровна вспоминает, как вместе со своей семьей попала в Абхазию. В Харькове нам уже дали распределение сюда. Тогда был военный трибунал. Муж мой был секретарь военного трибунала здесь. Вот так мы попали сюда. Мария Захаровна награждена медалью за боевые заслуги, медалью Жукова. Но, как признается ветеран, самая ценная из наград – медаль за работу в подполье и участие в партизанском отряде. Сейчас у Марии Глускер большая семья, много внуков и правнуков, которые часто ее навещают. Но проживает женщина с любимой дочерью Татьяной. В августе Марии Захаровне исполнится 98 лет. Гугуца Вардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В честь 75-летия Великой Победы в Государственном музее боевой славы имени Владислава Хардзенба подготовлена видеоэкскурсия «Эхо битвы за Кавказ», которая будет опубликована накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне на официальных сайтах Министерства культуры и самого музея, а также показана в эфире АГТРК и Абаза ТВ. Кроме того, Музей боевой славы 7 мая приглашен участвовать в онлайн-конференции «Сохраним память вместе», в которой примут участие 17 военно-исторических музеев стран бывшего Советского Союза. Уже больше года в Абхазии работает благотворительный фонд «Доброе дело», который помогает людям с тяжелыми заболеваниями. Наша с вами помощь нужна подопечному фонда 5-месячному Даниэлю Гамисоне. У ребенка врожденный порок сердца. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Маленькому голубоглазому Даниэлю всего 5 месяцев. Малыш родился раньше срока, а вскоре врачи поставили ему диагноз – порок сердца. Это общий открытый атриовентрикулярный канал, полная его форма и с фенотипическими признаками синдрома Дауна. То есть внешние признаки синдрома Дауна генетического исследования мы еще не проводили, поэтому пока по внешним признакам. Врожденный порок сердца – это форма
встречается крайне редко у детей. И в структуре всех пороков, врожденных пороков сердца, этот порок занимает около 4%. Благодаря поддержке государства и благотворителей, а также докторам центра Бакулева в Москве, в марте этого года крохотный малыш перенес тяжелую операцию на сердце. Сейчас Даниэлю жизненно необходим препарат Базентан или же аналоги Базенекс Траклин с дозировкой 62,5 мг. В упаковке 56 таблеток. Этого ему будет достаточно для получения терапии в течение 2-3 месяцев. Данный препарат способствует снижению признаков легочной гипертензии, которая, к сожалению, ежедневно возрастает у малыша. В настоящее время Даниэль уже 2 недели как не принимает необходимое лекарство, так как кроме того, что его не достать в Абхазии, семья не имеет возможности его купить. Стоимость одной упаковки варьирует от 20 тысяч до 62-80 тысяч рублей. Если препарат не будет получен ребенком, тогда признаки легочной гипертензии, естественно, будут опять нарастать. Сейчас они были скупированы внутриоперационно путем сужения самой легочной артерии. Соответственно, если давление опять будет нарастать, опять возникнет эта выраженная легочная гипертензия, и ребеночка придется предварительно проводить небольшую коррекцию, то есть сразу на оперативное лечение не смогут взять этого ребеночка. Соответственно, мы потеряем опять время. Отец Даниэля – инвалид 2 группы. Мама малыша не работает, а у сестры астма. Для родителей болезнь сына стала тяжелым испытанием. Из-за трудного материального положения семья не может приобрести нужные лекарства. А уже через несколько месяцев ребенку предстоит еще одна операция на сердце. Отчаявшись, родители Даниэля обратились за помощью в благотворительный фонд «Доброе дело». Минздрав оплатил за операцию, первую операцию. Вторую операцию мы берем на себя. Будем делать сборы, собирать. И вот на лекарства, на все уже как бы наш подопечный, мы будем за ними смотреть. И огромное спасибо хочу еще сказать Геразу. Они тоже помогли там приобретением билетов. Сейчас Даниэль дома с семьей. Его старшая сестра и мама не оставляют его ни на минуту. Мать малыша Наира рассказала, через какие трудности им пришлось пройти в Москве во время лечения. Минздрав сцхрайт, Гераза сцхрайт, добрых дел сцхрайт, клафона сцхрайт, згизик сцхрана, бусцет, апсуа база конгресса, анбеги уахкисн, беги сцхрайт, новфонские министеры ангисертит и ролшо згизик арцет. Аратах ищите хаде, рубаха тахки тахоп ахушу хокваровит ахукокитскоп я арасымчсу хоге оп сымчсым хоге оп ус хаудзом азмзрачки абге усиудзом инвалидов 2 группа инвалидности. Зкихошмата пхаяон уже хочекацрцан хпапш бан зинаргита хастрмуя хасхазум. Помочь маленькому Даниэлю в приобретении лекарства и спасти его жизнь может любой желающий, проживающий как в Абхазии, так и за ее пределами. На данный момент цена жизни ребенка около 80 тысяч рублей. Для этого нужно просто отправить СМС со словом «помощь» на короткий номер 5511. Стоимость одного сообщения всего 50 рублей. Спасем жизнь Даниэля вместе. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня местами возможен умеренный дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 15-20 тепла. Температура морской воды плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.